Дорогой Эмомали Шарипович, я давно хотел пообщаться с вами. Прежде всего, поблагодарить вас за то, что вы вытащили меня из мегаполиса, из Москвы и вернули меня на мою историческую родину. Мне уже 88 лет недавно было, и мой караван из 88 верблюдов по-прежнему, благодаря вам, я еще раз это хочу сказать, благодаря вам бредет по земле. Они уходят вот на ближайший Нагорный Мазар. Вы дали мне жилье, вы дали мне дом в горах, где, как говорил Будда, после 50 лет надо уходить к корням деревьев. И вот благодаря вам я ушел к деревьям, к простым родниковым кишлачным людям. И здесь создаю свои новые книги. Конфуций сказал, что самое великое достижение человека – это государство, строительство государства, архитектура государства. Всевышний поручил вам создать таджикское государство. Вы и ваши соратники загнали волков гражданской войны в клетки. За это таджикский народ должен поставить вам золотой памятник, вам и вашим соратникам. Я даже вижу этот памятник, потому что гражданская война – это самая страшная болезнь, которая может постигнуть народ. Вы миротворец. Это высшее достижение для любого властителя. Иисус Христос сказал: блаженны миротворцы, ибо их есть Царствие Небесное, и они будут названы сынами Бога. Благодаря вам Таджикистан – молодое государство. Знаете, как форель среди гигантских акул государств. Это Китай, это Иран, это Америка, это Турция, это Россия. И все они окружают Таджикистан, эту форель. Но вы очень большой искусный политик. И главное, что Таджикистан не воюет. Сейчас мир полон провокаторов, полон людей, которые жаждут войны. И вы не даете этим людям, не даете им дороги. Еще что я хотел сказать. Я прочитал вашу книгу «Таджики» в зеркале мировой истории. Вы 100% властитель, мудрец, властитель, философ. Это явствует из вашей потрясающей исторической книги. Кланяюсь вам и хочу сказать, что такие люди, как вы, еще при жизни обеспечили себе место в мировой истории, как строитель государства. И я хочу поклониться вам как посланнику вечности.